Для выполнения этого задания была создана демонстрационная конфигурация и предзаполнены тестовые данные. Сейчас я отменю проводки, и можно будет посмотреть регистры пусты. Начинается с прихода денег. Вот так выглядит прихода денег. Здесь можно выбрать, значит, один из тех кошельков. Статья движения. В статьях движения стоит фильтр, чтобы можно было, в данном случае это приход. Здесь только соответствующие статьи движения. Если мы проведем тестовые данные, то мы сможем увидеть, что регистры начали заполняться оборотные и остатки денег. Теперь резервирование. Форма резервирования выглядит вот так. Если здесь посмотреть, что доступно в статьях движения, то здесь уже другие значения, у которых другой тип. Опять попробуем провести и увидим, что в регистре для резервов появились записи. Зарезервированы вот такие-то суммы на такие-то статьи движения. Теперь расход денег. Здесь тоже есть демонстрационные записи перед проведенных. Да, убедимся, что в оборотах и в остатках эти записи также отражены. В расходах есть защита перед проведением, чтобы мы не могли провести больше, чем у нас есть по факту на данном кошельке. То есть это можно продемонстрировать. Например, возьмем один из кошельков, добавим статью расхода, сумму, которая заведомо превышает баланс. Если попробуем провести, система провести нам не даст и выдаст вот такое информационное сообщение с подробными деталями, почему оно, наверное, провести. Так. И переходим к последнему документу. Перемещение денег. Выглядит он вот так. Здесь статья движения доступна пока что. Только одна в демонстрационных целях — это перевод между кошельками. Подразумевается, что своими. И когда мы попробуем провести, мы увидим, что в оборотном регистре эта запись появилась. И увидим, что в остатках денег с одного кошелька убыло, на другой прибыло. И также в документе на перемещение денег тоже есть защита. Опять же, если попробовать перевести больше, чем у нас есть, то же самое, вот информационное сообщение, что сумма переводов превышает баланс кошелька. Также на приход денег у нас есть печатная форма. Когда попробуем печатать, вот здесь заголовок — это шаблонная строка, которая сразу выводит номер, дату. Здесь видно, на какой кошелек пришло, подробное описание, значит, от кого и сколько. Дальше здесь подвигаются суммы того, сумма прописью, и в подвале тоже дублируется номер, даты. Вот такая печатная форма. И на все на это есть два отчета. Первый простой по остатку денег. Мы кликаем какую-то дату, и вот такой простой отчет на такую дату. Остаток наличными столько-то, карта столько-то, и
торговли. И отчет по доходам и расходам. Если за весь май месяц демонстрационные данные у меня за май, то вот наши доходы-расходы выглядят вот так.